Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Пандемия коронавируса меняет привычный уклад жизни якутян. Наиболее беспокойные и восприимчивые граждане запасаются продуктами питания и бытовой химией. Стоит ли беспокоиться, есть ли в торговых складах необходимый запас продовольствия, а в аптеках медикаменты? Как может повлиять ситуация на малый и средний бизнес Якутии? Будет ли оказана поддержка со стороны государства в это непростое время? Об этом мы спросим сегодня у первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма в нашей республике Максима Карбушева. И учитывая рекомендации властей, мы тоже перешли на удаленный формат работы, поэтому беседуем с гостем по скайпу. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Можно ли говорить о том, что начало сказываться влияние негативных факторов, связанных с распространением коронавируса на малый и средний бизнес Якутии? Да, действительно, вот эти явления, которые сейчас у нас происходят, они оказывают значительное влияние на состояние малого бизнеса, и мы сейчас разрабатываем некий комплекс мер для того, чтобы его поддержать. Ну а если говорить о бизнесе, то какие секторы бизнеса оказались наиболее восприимчивы к этой ситуации? Ну, вы все знаете сейчас то, что у нас происходит ограничения на въезд, на выезд, на передвижение населения, это в первую очередь, да, и поэтому самым первым бизнесом, который вот столкнулся с этой проблемой, это наши авиаперевозчики, это компании, которые работают с туристами, туроператоры, гостиничные комплексы, небольшие гостиницы, также в связи с введением некого ограничения на проведение крупных массовых мероприятий у нас значительно стали страдать. Это частные образовательные организации, которые занимаются дополнительным образованием. Это компании репетиторские, которые, к примеру, занимаются языковыми курсами, подготовкой, работой с детьми. Также есть определенные проблемы у компаний, которые занимаются как раз вот массовыми мероприятиями, выставками, ну и достаточно широкий перечень их. Но вот у населения есть такое опасение, что торговые предприятия и предприятия услуг будут компенсировать свои убытки повышением цен на товары и услуги. Существует ли какая-то система по контролю за этими ценами? Если существует, то кто осуществляет этот мониторинг? Да, действительно, такие опасения есть, но правительством проводится работа, усилен контроль за ценами на продукты. В частности, нашим министерством проводится ежедневный мониторинг как оптовых, так и розничных торговых предприятий, которые занимаются реализацией товаров, в том числе первой необходимости. И если такие факты выявляются, да, в том числе и население, если выявляет факты резкого роста и завышения цен, то на базе Госкомцен открыт телефон горячей линии, на который можно обращаться с жалобами по этому факту. Могу напомнить, телефон горячей линии это 8 411 2 508 026. Ну а вот если говорить о вышеупомянутых товарах первой необходимости, в которые население отнесло гречку, маски и антисептики, то нет ли опасения, что у нас возникнет дефицит на эти товары, или можно пока не волноваться, потому что все-таки паника какая-то уже существует? Ну, вы знаете, к этому надо относиться так. Если не создавать определенный ажиотаж, да, то и дефицита не возникнет. Поэтому нужно немножко спокойнее к этому относиться. В целях мониторинга запасов на продовольствие и непродовольственные запасы, да, у нас работа тоже ведется. Мы сотрудничаем со всеми крупными торговыми компаниями, которые доставляют товары в республику оптом. На сегодняшний момент проблем с товарными запасами нет, то есть сформирован текущий стабильный объем товарных запасов. Кроме того, сейчас он максимальный, потому что завершается сезон зимнего довоза, да, как раз все оптовые базы максимально сейчас
загружены товарами. Вот. Все магазины, они достаточно в стабильном обычном режиме работают, большого ажиотажа нет, я считаю, его просто не нужно создавать. На днях правительство России заявило в том числе о планируемой поддержке малого и среднего бизнеса, например, предоставление неких налоговых льгот. Планируется ли у нас в республике на региональном уровне поддержка малых и средних предпринимателей? Да, действительно, правительством Российской Федерации утвержден план первоочередных мероприятий, обеспечивающих поддержку, в том числе малого предпринимательства в связи со сложившейся ситуацией. У нас в республике создан оперативный штаб в Министерстве по делам предпринимательства, который разрабатывает тоже комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий и сглаживание вот этих проблем малого бизнеса. Пул рекомендаций таких сейчас практически завершен к формированию. Мы активно отработали с бизнесом, с общественными объединениями предпринимателей, учли все рекомендации, которые бизнес вносит и хотел бы видеть в качестве поддержки. И буквально на днях такой комплекс мер будет уже утвержден. Но вот кроме тех негативных последствий, которые в данный момент существуют у бизнеса, можно ли говорить о том, что некоторые сектора, наоборот, испытывают какие-то положительные стороны? Есть ли что-то положительного в сложившейся ситуации для бизнеса? Несмотря на данную ситуацию, действительно, из проблемы можно кое-что положительного взять. Да? У определенных направлений бизнеса появляются ниши для деятельности. К примеру, сейчас активно стали развиваться компании по доставке товаров, продуктов до квартиры, ввиду того, что есть ограничения по передвижению, да, и многие люди опасаются самостоятельно передвигаться, ходить в магазины. Вот это очень хорошая сейчас для малого бизнеса ниша. Кроме того, учитывая то, что закрыты границы с иностранными государствами, да, многими, есть определенный потенциал для развития внутреннего туризма. У нас в республике и особенно компании, которые занимаются турами выходного дня, они рассчитывают на значительное увеличение туристического потока. Можно ли говорить о том, что туризм в нашей республике будет также в том числе активно развиваться на фоне сложившейся ситуации? Сейчас на 100% мы об этом не можем говорить, да, потому что, опять же, есть определенные ограничения, но возможности, конкурентные преимущества определенные у туркомпаний появляются. Максим Геннадьевич, и учитывая все вышесказанное, какие бы вы могли дать советы, какие рекомендации предпринимателям нашей республики? В первую очередь сохранять определенную стабильность, спокойствие, да, несмотря на сложившуюся ситуацию жизни, она и продолжается. Бизнес должен социальную сторону тоже, я считаю, выдерживать, да, это то, что касается ценовых параметров. Государство со своей стороны тоже окажет максимальную поддержку тем предпринимателям, которые попадают в зону риска. И я думаю, что совместными усилиями все эти проблемы мы переживем. Максим Геннадьевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. А я напомню, что по скайпу мы разговаривали о ситуации с бизнесом в условиях пандемии с первым заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Максимом Карбушевым. До встречи в эфире.